Тайна лунной ночи. Жила-была в маленькой деревне девочка по имени Айдана. Она жила с мамой и бабушкой и очень любила смотреть на звезды. Каждую ночь, когда все засыпали, Айдана выходила во двор, садилась на скамейку и мечтала. Но однажды ночью случилось нечто удивительное. Айдана, как обычно, смотрела на небо, когда вдруг увидела, как яркая звезда принеслась по небу и упала в лес за деревней. Это была необычная звезда. Она светилась, как маленькое солнце, и двигалась очень быстро. С замиранием сердца Айдана побежала туда. Она пробралась сквозь деревья и вдруг увидела крошечного светящегося человечка. Он был ростом с ее ладонь и носил блестящий скафандр. «Привет!» – пошептала Айдана, не веря своим глазам. «Привет!» – ответил малыш. «Я Светляшок. Я из Звездного Царства. Мой корабль сломался и упал здесь. Ты можешь мне помочь?» Айдана кивнула. Она не знала, снится ли ей это, но чувствовала, что все это по-настоящему. Всю ночь они вместе собирали нужные детали – палочки, листья, камешки. Светляшок объяснял, что его корабль работает на энергии мечты и добра. И с каждой улыбкой, с каждой доброй мыслью корабль начинал сиять все ярче. Под утро корабль был готов. Он светился, как звезда на небе. Светляшок подошел к Айдане и сказал: «Спасибо тебе, Айдана. Ты добрая, смелая, и теперь у тебя есть друг в Звездном Царстве». Он подарил ей маленькую сияющую кнопку. Если тебе когда-нибудь понадобится помощь или ты просто захочешь поговорить, нажми на нее. Я услышу. С этими словами он взлетел на своем звездолете и исчез среди утренних облаков. Айдана вернулась домой. Ее сердце было наполнено радостью и волшебством. А под подушкой у нее тихонько светилась звездная кнопка. С тех пор Айдана каждую ночь смотрела на звезды и верила, чудеса случаются с теми, кто в них верит. Конец.